Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Внешняя политика, безопасности и дела церковной. Встречи инспекции президента Абхазии Аслана Бжани. Изменены условия софинансирования. Кабинет министров Абхазии принял постановление о повышении заработных плат бюджетникам в 2022 году за счет средств Российской Федерации. «Зеркало нашей жизни» на сцене Абхазского драмтеатра состоялась премьера спектакля «Кто из нас глухой?». Начнем с официальной хроники. Президент Абхазии призвал представителей ООН сохранять прозрачность и быть политически нейтральными в своей деятельности. Аслан Бжани провел встречу с постоянным координатором ООН на Южном Кавказе Сабиной Махал, советником по полевым вопросам ВКБ ООН Марией Велашкевич, а также специальным помощником постоянного координатора ООН Эриком Андермо. Во встрече участвовал министр иностранных дел Инал Арденба, сообщается на сайте президента Республики Абхазия. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с реализацией проектов и программ международных неправительственных организаций и агентств ООН в Абхазии. Аслан Бжани отметил важность предоставления представителям Абхазии возможности выступлений на площадке ООН для донесения до международного сообщества объективной ситуации в республике. Участники встречи также обсудили возможные перспективы женевских дискуссий. Президент Абхазии Аслан Бжани в четверг утром посетил с проверкой специальный отряд быстрого реагирования Министерства внутренних дел. Как сообщает пресс-служба, главу государства сопровождал министр Вальтер Будба. После строевого смотра президент провел совещание с руководством СОБРа, которое доложило о текущем положении дел в отряде. Президент Аслан Бжани провел встречу с управляющим Абхазской православной церкви Виссарионом Апля. Во встрече участвовали руководитель администрации президента Алхас Квицини и секретарь Совета безопасности Сергей Шамба. Как сообщается на сайте президента Республики Абхазия, в ходе встречи обсуждался вопрос раскола Абхазской церкви, пути гармонизации внутрицерковных отношений и развития церковной жизни в стране. Вице-президент Бадра Гунба принял участие в совещании с российской стороной по вопросам упрощения пересечения абхазо-российской государственной границы. В Абхазию с визитом прибыла российская делегация во главе с руководителем управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым. Участие в совещании также приняли председатель СГБ Роберт Киут, временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов, заместитель министра экономики Теймурас Микваби, заместитель председателя ГТК Алиас Лабахуа. После совещания члены делегации в сопровождении главы Гагарского района Юрия Хагуш осмотрели ряд крупных объектов, реализуемых за счет средств российских инвесторов. Изменены условия софинансирования. Кабинет министров Абхазии принял постановление о повышении заработных плат бюджетникам в 2022 году за счет средств Российской Федерации. Речь идет об основных категориях работников в сфере здравоохранения, науки, образования, культуры, спорта и социального обслуживания. Об этом и других вопросах повестки очередного заседания правительства расскажет Анастасия Никонова. В повестке очередного заседания Кабинета министров было 15 основных и 7 дополнительных вопросов. 3 из них представил министр финансов Владимир Делба. Первый касался организации работы по составлению проектов законов Республики Абхазия о республиканском бюджете и о бюджетах государственных и небюджетных фондов страны на 2023 год. Этому способствует наше бюджетное законодательство, законодательство о государственном прогнозировании и программах соцэкономразвития. Перед вами проект постановления, в котором указаны сроки подготовки и проведения необходимых мероприятий для того, чтобы формировать бюджетные параметры на очередной финансовый год. Уважаемые коллеги, я хотел бы, наверное, особо подчеркнуть и остановиться на особенностях и следующего года, в том числе бюджетного, и следующего как такового для цели формирования бюджета. Год у нас юбилейный. Мы в частных с вами беседах и на различных иных совещаниях об этом тоже неоднократно говорили. Убедительная просьба в случае, если это будет установлена программа мероприятий по подготовке и празднованию юбилейных мероприятий, расходы указывать по ведомствам отдельной строкой. 30 сентября, и так далее.
соответственно, по бюджетам государственных внебюджетных фондов аналогичная позиция. Здесь тоже все расходы, которые будут проводить за счет источников этих поступлений в фонды, тоже на 2023 год, расходы я имею в виду по празднованию 30-летия, отдельной строкой, чтобы было понятно, на какие цели, обоснованность их и направление этих средств. Далее Владимир Дылба представил на рассмотрение коллег представление главе государства Аслану Бжане предложение о подписании протокола о внесении изменений в соглашение между Абхазией и Россией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы в 2022 году основных категорий работников госучреждений. Речь идет о сфере здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта. Дело в том, что мы прекрасно с вами помним, что уже в это соглашение практически каждый год вносятся изменения, и особенностью этих изменений является в том числе проведение мониторинга по результатам освоения средств российской финансовой помощи. Иногда совершенно так непредметно относимся к соблюдению, в том числе трудового законодательства, но это как раз-таки и показали вот эти мониторинговые мероприятия. Прошу обратить внимание на особенности протокола. Со следующего года будет введен порядок изменения процентов по софинансированию. Тем самым мы должны увеличивать долю Республики Абхазия в части софинансирования. Это дает нам возможность, с одной стороны, более ответственно относиться к расходам государственного бюджета в части именно использования на эти цели фонда оплаты труда. Ну и с другой стороны, высвобождающиеся средства будут по программам социоэкономического развития 23-25 направляться на инфраструктурные проекты. Это касается одной части изменений, отметил министр финансов. Во второй предусмотрено соблюдение соотношений по количеству одновременно занимаемых одним работником ставок. Национальное трудовое законодательство прописывает об этом, но, как оказалось, при реализации, значит, этого законодательства мы все-таки не всегда соблюдаем это. Ну, это мягко сказано, совсем не соблюдаем. И пришлось дойти до этого, что в межправительственное соглашение это надо включать. Ну, полагаю, что эта ситуация коренным образом должна измениться в ближайшее время. Надеемся на улучшение. О результатах, я еще раз повторюсь, об этом докладывали и здесь, на правительстве, и в беседах, соответственно, с распорядителями этих средств, где были допущены эти недостатки и нарушения. Вот два основных изменения, которые влекут за собой внесение изменений в соглашение. С российской стороны полномочия уже были оформлены соответствующим распоряжением. Премьер-министр Александр Анква поручил министрам обратить особое внимание на данную проблему, отметив, что иначе будут предприняты жесткие меры. Придется отказываться от этой практики, которая в итоге называется просто хищение государственных средств. К сожалению, придется резко менять отношение к этой проблеме. Да, будет плохо, будет тяжело, но другого пути быть не может. У нас образовались отдельные лица, у которых 6, 7, 8, 9 бюджетных карточек. Придется обратить на это внимание дополнительное всем руководителям, которые вместе с бухгалтерским составом подписывают финансовые документы. Нет, принятие решения, конечно, руководством осуществляется для выплаты таких средств. Значит, недалек путь к Уголовному кодексу. Позаботьтесь, чтобы республика не терпела ущерб. Иначе эти деньги куда уйдут, Владимир Валерьевич? Но уже есть предложение, хотя оно пока стоит, как говорится, на обсуждении. Общий объем средств будет сокращен из российской финансовой помощи. И сумма какая, Владимир Валерьевич? 363.
363 миллиона рублей потеряет республика. Также Владимир Дылба представил постановление о повышении заработных плат основных категорий работников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта. 2022 год. Среднее целевое значение по педагогическим работникам должно достичь 25 186 рублей. Педагогических работников дошкольных учреждений 20 900. Дополнительного образования 22 тысячи. Преподаватели образовательных учреждений начального и среднего профобразования 22 900, высшего профессионального 34 900, научные сотрудники 30, врачи 34, средний медицинский 20 300 рублей, младший медицинский 13 500, работники учреждений культуры, основной персонал 16 600. И работники, занимающие должность служащего социальный работник, 14 500 рублей. Сразу хочу сказать, что по многим позициям, которые указаны в приложении к проекту постановления, уже целевые значения достигнуты. Есть там, где еще нет. Я, когда говорю «достигнуты», путем совмещения, даже слово «совмещение» в кавычках можно брать, нескольких должностей. Если надо, допустим, к примеру, скажем, педагогическим работникам образовательных учреждений 25 тысяч среднюю заработную плату достичь, но если работник работает в 6 местах, он давным-давно ее достиг. То есть среднемесячный его заработок уже давно превысил 25 тысяч рублей. Я к чему говорю? Это все взаимосвязано. Предыдущий проект, который сейчас стоял на обсуждении, и текущий. Есть хорошая возможность достигать этот уровень правомерно, абсолютно законным способом. Никто, еще раз повторяюсь, не посягает на совокупный месячный доход. Но это надо сделать законно. Средства на эти цели в республиканском бюджете есть. Общий объем будет доводиться по стране с учетом этих повышений 1 миллиард 600 миллионов рублей. Глава правительства отметил, что российская сторона свои обязательства по данному договору выполняет своевременно. С 2005 года мы получили из Российской Федерации почти 67 миллиардов рублей, не учитывая пенсионные деньги. Если мы, как подписант соглашения, будем себя так вести, то у российских коллег не будет ничего, как остановить финансирование. Вынужден это повторять несколько раз. Ответственными будем мы, все вместе, руководители. Вот так. И прокуратура нам поможет. В ходе заседания члены правительства одобрили соглашение Абхазии и России в области здравоохранения, а также постановление о проведении переговоров для подписания соглашения о сотрудничестве между Министерствами сельского хозяйства Абхазии и Сирии. Анастасия Никонова, Инала Гухава, Абазатовая. Кроме того, Кабмин одобряет передачу в аренду имущественного комплекса «Завод Аргонавт» в городе Ткварчал, а также аренду дома отдыха «Дом творчества» имени Гуля продлевает до 2050 года. А в историко-мемориальном музее Нестора Лакоба в скором времени начнутся восстановительные работы. Об этом на заседании Кабинета министров сообщил министр культуры Даур Ковы. Минкульт постоянно находится на связи с управлением капитального строительства. Проектные работы продвигаются. Средства на это заложены. Мы предполагаем, что в ближайшее время начнутся восстановительные работы, сказал Ковы. Банк России ввел в обращение новую 100-рублевую банкноту. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной – Ржевский мемориал советскому солдату. Новая банкнота содержит усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублевой купюре. В рамках 10-го Петербургского международного юридического форума министр юстиции Абхазии Андрей Барцидзе и министр юстиции России Константин Чуйченко подписали соглашение о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам.
30 июня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Абхазии Иналы Арденба с министром иностранных дел, международной торговли и миграции Антигуа и Барбуды Полом Четгрином. В ходе разговора стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов межгосударственного взаимодействия, обсудили перспективы налаживания торгово-экономических отношений и развития гуманитарного сотрудничества. Беседа прошла в конструктивной и дружественной атмосфере. Российские таможенники обнаружили незадекларированный пистолет «Байкал» и коробку с 25 шумовыми патронами во время досмотра автомобиля Lexus RX 300, за рулем которого был гражданин Абхазии. Экспертиза подтвердила, что пистолет относится к категории гражданского охолощенного оружия. Оно подлежит обязательному декларированию, а его владелец должен иметь при себе разрешительные документы. Пистолет изъяли, в отношении правонарушителя возбудили административные дела. О работе правоохранителей в оперативной сводке пресс-службы МВД Абхазии. Сильнодействующее наркотическое вещество в крупном размере изъято при личном досмотре жителя села Дзыгута. Гражданин Хинту Байракли Джамбулович, 1987 года рождения, был задержан на посту ГАИ Учхоз. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска МВД совместно с сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Сухумскому району. Задержанный незаконно приобрел и хранил при себе без цели сбыта заизолированной свертки, как впоследствии установлено экспертами, с наркотическим средством метадон. По данному факту в отношении вышеназванного гражданина следственной группой Сухумского районного отдела внутренних дел по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса Республики возбуждено уголовное дело. Иракли Хинду помещен под домашний арест. Незаконное возделывание наркосодержащих растений, преступления, имеющие сезонный характер. Сотрудниками оперативных служб подразделения МВД за прошедшую неделю выявлено 2 таких факта. Культивирование наркосодержащих растений в крупном размере вменяется жителю села Бабушара Джопо Султану Багратовичу, 1973 года рождения. Последний незаконно выращивал запрещенные к возделыванию на территории Республики Абхазия растения. Согласно проведенному исследованию, в экспертно-криминалистическом центре Министерства внутренних дел установлено, что изъятые корни являются растениями конопли, которые на стадии своего вегетативного роста содержат наркотически активный компонент и могут быть использованы в качестве сырья для изготовления наркотического средства каннабис, то есть марихуана. Оперативные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска Гулрыбского райотдела и отдела милиции поселка Дранда. Уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина Джопа по признакам преступления, предусмотренного пунктом В части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Республики Абхазия, расследует следственная группа Гулрыбского РОВД. Последний заключен под стражу сроком на 2 месяца. В Сухумском районе наркосодержащие корни растений конопли изъяты в ходе оперативных мероприятий сотрудниками УР МВД совместно с отделом уголовного розыска районного отдела милиции на приусадебном участке жителя села Гумиста Меликян Петроса Георгиевича, 1967 года рождения. По данному факту в отношении гражданина Меликян по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 228 Уголовного кодекса Республики, возбуждено уголовное дело. На момент задержания мужчина пребывал в состоянии наркотического опьянения, за что в настоящее время отбывает 15 суток административного ареста, по истечении которых в отношении задержанного будет избрана мера пресечения. В ходе обследования домовладения жителя села Лдза Гумба Амирана Амирановича, 1995 года рождения, обнаружен и изъят незаконно хранимый автомат системы Калашникова калибра 5,45 мм. Согласно исследованию, в экспертно-криминалистическом центре Министерства внутренних дел огнестрельное оружие технически исправно и пригодно к производству выстрелов. Оперативную информацию реализовали сотрудники уголовного розыска Пицунского отдела милиции УВД по Гагарскому району. Расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса в отношении гражданина Гумба, проводит отдел дознания Гагарского райотдела. Последний отпущен под подписку о невыезде. Аналогичное преступление вменяется жителю города Гагра Есебу Денису Артуровичу. В ходе обследования жилища последнего пистолет Браунинг с 6 патронами к нему обнаружен и изъят сотрудниками УР МВД совместно с сотрудниками уголовного розыска УВД по Гагарскому району. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Есебу, проводит отдел дознания Гагарского управления внутренних дел.
Органом предварительного расследования УВД по городу Сухум возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия в отношении Козаева Нудара Нударевича, 1997 года рождения, жителя города Сухум. При обследовании автомобиля под управлением данного гражданина, остановленного в ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска 1-го отдела милиции столичного управления внутренних дел, в салоне был обнаружен и изъят пистолет системы Макарова, который, согласно экспертному заключению, переделан из охлажденного в боевой, технически исправен и пригоден для производства выстрелов. В отношении гражданина Козаева избрана мера пресечения, подписка о невыезде. Траурная церемония прощания с членом наблюдательного совета компании «Амобайл», кандидатом экономических наук, бизнесменом и меценатом Евгением Палантом состоится 1 июля с 12 до 14:00 в главном офисе компании «Амобайл» по адресу город Сухум, Кадорское шоссе, 665, Синоп. 3 июля в столице состоится ряд мероприятий, посвященных празднованию Дня города Сухум. Как сообщает сайт столицы, это фотовыставка, экспозиция старых и современных фотографий города на набережной Махажиров, развлекательные мероприятия для детей, кинотеатр под открытым небом, где пройдет показ фильмов о Сухуме на платформе ГУМА, а также фейерверк в Сухумском порту. День столицы отмечается ежегодно в первую субботу июля. В связи с тем, что в этом году праздник совпал с днем высадки Тамышского десанта, было решено перенести праздничные мероприятия на 3 июля. 2 июля в Абхазии отмечают День высадки десанта в Тамыше во время Отечественной войны народа Абхазии. Активисты движения Хара-Хакелек, которые борются за сохранение исторического облика Сухума, попытались разобраться в истории, связанной с застройкой прибрежной территории около парка Смитского в поселке Агудзера. И вот что они предлагают на своей странице в сети Facebook. Существует и серьезное опасение: при капитальном строительстве антропогенная нагрузка на береговую зону значительно увеличится. При этом зона является водоохранной. На территории произрастают великовозрастные деревья, что необходимо и возможно сделать прямо сейчас — это запросить у условных собственников проект строительства или как минимум план застройки. Единственное, что могло бы изменить эту ситуацию, это политическая воля. Мы обращаемся к тем, в чьих силах остановить строительство. Если не остановить этот процесс, будет создан опасный прецедент по отчуждению прибрежной водоохранной зоны, участка земли с особым экологическим статусом, общественной территории в непосредственной близости от исторического парка, пишут активисты. Инициативная группа граждан обратилась к президенту, в парламент и в Генеральную прокуратуру с требованием остановить строительство и сохранить исторический парк. Депутаты Вианор Беби и Тимур Беев встретились с жителями поселка и с представителями Сухумского физико-технического института, на балансе которого находится данный участок. Вместе они выехали на место, осмотрели его и пообещали вынести вопрос на рассмотрение парламента. В Абхазском государственном университете 30 июня открылась 5-я международная научная конференция «Этнос и культура в эпоху глобализации», которая будет работать 2 дня. Научный форум собрал ряд ведущих специалистов России и Абхазии в этом направлении. Вышел в свет словарь географических названий Абхазии и других стран известного абхазского ученого, лингвиста, доктора филологических наук Вячеслава Чирикба. Словарь представляет собой первый опыт абхаза русско-английского и русско-абхазо-английского словаря географических названий Республики Абхазия. Издание осуществлено при финансовой поддержке Международного объединения содействия развитию абхазо-абазинского этноса Алашара. На сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба при поддержке компании «Амобайл» состоялась премьера спектакля «Кто из нас глухой?» по одноименной пьесе известного абхазского писателя-драматурга Шотычкадо, режиссер-постановщик, заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун. Слово Фаине Мато в нашей традиционной рубрике «Амшахтыс». Апсу драматург Шотычкадо и сатират комедия «Хавайда года Апсу хинткара драма театр асценча».
Лацрам заявия Барзахтула Чими Песит спектакль Рабхербара. Щоточкаду сатират комедия Апсу сценача и чатцам Апсу хопшви из Неколква и Баратета Глазаща Аюхи. Хамта Яналуй Тавара Ирбарл Шутерхач Сахя Наски Ерапиеса с Харопа и Кургалан Ванзаги, Мадина Аргун и Кургала Хейтерапиеса, Ларал Хатайшл Хейпш, Вожу до Чакала до Зней, Тусхани Хат Купшан, Вожу Яра Ялахоги Псах. А пьесача, а роль Хадана Лекцой, Элеонора Когонепхам. Аамҭа зегьы ирықәҿызҭуа апиеса ҳауа идагәада ахәаԥшцәа рзы еснагь иҿыцу иактуалтәу ҩымҭоуп. Щоточкаду ибызшәа аҵаулареи уи иамоу абеиареи сценаҿы имҩаԥысуа ахҭысқәеи ихеибарҭәаауеит. Ақәыргыламҭаҿы арежиссиор ацхыраара лырҭеит аспектакль иалагало ахаҿсахьақәа назыгӡо аԥсуа театр актиорцәа, Аԥсны зҽаԥсазтәыз артистцәа Тома Ҩӡыԥҳа, Даура Руха, Сырби Сангәлиа. Цела Инаԥшь-ԥҳа, Кристина Цымц-ԥҳа, Хьыбла Муқә-ԥҳа, Саид Кәакәасқьыр, Гәыдал Ҳагба, Елизавета Чкатуа-ԥҳа лафла иҭәу аспектакль аҿы ирыхәмаруаз ахаҿсахьақәа дара иртәыртәуан. Аспектакль еиқәыршәоуп Стелла Амԥар-ԥҳа аус здылулаз ашәҵатәала. Абжьарежиссиор Ҭемыр Агрба. Иазгәаҭатәуп ахореографиа зҿлымҳара шамоу. Уи аганахьала аус адиулеит Ерик Ҭырқьба. Комедия жанроуп аԥсуа театр иагуп ари ажанр, ауаа есымша иҳаҳәоит, ирҭахуп гәахәарыла ирыдыркылоит, ишыжәбо еиԥш иахьа ҳахәаԥшцәа дара иргәарԥханы спектакль иаҭааит, излаҳалшо ала ауаа ргәы ҟаҳҵоит. Аспектакль ҳауа идагәада иаҭаауа ирзыԥшуп агәалаҟазаара шьҭызхәа, ргәырха зыршҭуа, алаф зҵо ахҭысқәа. Фаина Мадоу-ԥҳа, Саида Гәха, Абаза-канал азы. В Сухуми состоялся закрытый показ короткометражного молодежного триллера «Белая маска» начинающего режиссера Сандрика Аблоти. В сюжете освещены проблемы современной молодежи. Студенты факультета журналистики расследуют неожиданно начавшееся убийство. Под подозрение может попасть каждый. Под белой маской может скрываться кто угодно. Помешанный на традициях Алмазхан, новая преподавательница Мимозы или сельчанка Общана. Премьера фильма запланирована на культурной площадке ГУМА с русскими субтитрами 6 июля в 20:00. Фильм будет также доступен в Ютубе. Это прекрасно, когда есть традиции в кино в абхазском. А фильм сам, во-первых, чем мне понравился, то, что он про современность. Мне как-то один человек сказал, снимать про прошлое легко, говорит, вот про настоящее всегда труднее всего снимать. И в этом смысле Сандрик молодец, взял современную тему, взял еще такой триллер, еще и с элементами психологии. Сейчас я интригу заведу, чтобы вам было интереснее смотреть. Есть над чем работать, но для начала это очень хорошая вещь. Мало того, я ему посоветовал сделать продолжение, потому что герои есть со своими характерами, со своей там средой обитания, поэтому это вполне можно делать таким
сериалам небольшим, то есть из коротких серий. Так что я надеюсь, мы тут еще не раз встретимся. В Гагре состоялся городской бал выпускников 2022. Смотрите материал наших гагрских коллег-журналистов. Үйініз күйежей бәтбея шуқса үштімді рассказаны хүмепі сейді традиции накошыны. А усмеп каталогы тапснарап хетбәхада Владислава Ардзин байбағай ахидзіп шабағайрым занаштышты царала. Анею саяйра аштах бәбеуқтахи мехыт зауштым тәтверпылыйд на пейнхарала. Нецпец завчатып хатшертейтіп шырпсахыйд. Пшвера чалайлыпсы зрышпцатпы айнтерес ацан. Арпрацфера гузырге костюмлы галстуклы бытан. А жакла ахылпыз дара апшыматшан. Сынба Гагра араюна школпы ирылгыд үйші пшини жуфюк ауштым татша. Уртрахт 500 бебжарат школа номеруйба ауштым та Диана Бастанджан лзарах лырпшит хипы медалла. Уе школ ауштым та Лана Дбар рыдзны медалла. Жаха юк ауштым та рцары бзиных тыркшит. Аныхя алартит Гагра араюна царахшай хаба Мадина Ажипха. Хауштым тача. Шиштахян ходит в школу. Швестша. Шходжран. Шапхага шанулует и чуцу амью. И снаги шицзай. Шарцевчаража. И ширта задырраква. Рабзебара. Рылапшхаш хазат. И шахдзадзао штача. Иш зегесчует аман шаларе айхдзара бзедзе. Шапсаткили шуажлари рзы, шацеем шхай. Мюамш ауштымта юнызки южиюба. Ахатыр шкваранышын ашкол арцеютвей айхабатвей аджирю хузмам рапсаразым. А усмев гаддатает апсна азара дыре безшиза политикар министр Инал Габлия. Яра ауштым татшамьям шхарей хитаны юстапхи тарцеютшан атыла смырбхай дона малия бхай апсын шапсаз без арцеюха ахидзрахцараза апсна ахада и успха. Хатырску ашкол ауштым татша. Ишидесна хелоид ихепи амш. Фиражзы яха гургераду. Вейза шуксадут заджибааш бон. Сгухует. Шапха и взапшу, и что своих зараква, и взяхе что так вчера дуква, мям шпикла. А тырску арцвича, табу пешасха, пешхот. А вартохочква чапхи гуло. Везу шуксадут за джибарадуш болон, шпебзела, ла, а школ ялгот. И фидес нахал фюрги, табу пешасхот джибадут за. Шапха и взапшу зад, и что своих зараква, и рихау, Абан фяларацна и рихавок чараква. Иха снапыйнуп, авалпша, ауз бзе. Сыш запхот. Апснахынткарра хада и успха. Апснахынткарра шапстазу зарцыюха, ахатот хзы лыхцаразы. Малия дона тачи пха. Васил Лакоба их хук 500 бебжара школа номер 1 директор. Ачар рейца адзеры, акыршып шалшпебзила лусуры рзы и лыхцазай. Апсны хынткарра шапсазбыз арцевега, ахатырт хзы. Апснахада Аслан Бжине. Апснахын карра, чапсазб зарцеве, ахатыртхидзе, лыхцаразы. Смыр Нателла Иван Ипха. Араз чемагу их цху Гаграт и обжарат школа номер 1, ала гарта класску рцеве. Ачар рейца адзере кыршып шпебзила лусуры рзы и лыхцазай. Апснахын карра, чапсазб зарцеве, ахатыртхидзе. Апснахада Аслан Бжине. Ероба со сцена хиапхин. Хипи арадзны медалла с царах зырпшиз ауштым татшадара араюна хадары царах шерихцила и рытана хамтаква. Убаса хатарпшпарыла ялка небзина школ ялга зей уйпшима школ тусмебгатку олимпиадаква спорт тусмебгатку цара дырыгныз шалска за ауштым татша. Уя уха ауштым татшарганах яханы мачимква ажепхаква.
Я выпускник, и я уже поступил. Теперь я знаю свои цели в жизни. И хочу поблагодарить отдел образования за проведение такого мероприятия в столь непростое время. Хочу поздравить всех выпускников, что все закончили школу хорошо и чтобы хорошо поступили. Большое спасибо хочу сказать своей школе номер 4. Я из Бзыбской средней школы номер 1. Но, как вы видите, сегодня у нас выпускной, либо же бал. Мы уже закончили школу и хотим поступить в Абхазский государственный университет. У нас есть грандиозные планы на эту жизнь и на наше поступление. Мы очень хотим, чтобы эти мечты все наши сбылись. Как думаю, у нас все получится, как и у нас, так и у наших одноклассников, так и у всех здесь присутствующих. Я закончила 11 класс Бзыбской средней школы номер 2. Хочу поступить в медицинский вуз. Хочу стать детским врачом. Планирую поступить в военную академию именем Кирова. В добрый путь, выпускники 22 года! И традиция твоя школ вальса. Псна эстрада Чехвичей район Азрет коллектив кузлахоза концерт программа. Ауштен таца рыхтила асалют алых рукшена школ наунагдza а нажира езгыз арают холпазын. Внимание, света не будет. Черноморэнерго сообщает, что в пятницу, 1 июля, из-за ремонтно-профилактических работ с 10 до 16:00 будет отключена подстанция Сухум-2. Внимание, не будет и воды. В связи с отключением электроэнергии в пятницу, 1 июля, с 10 до 18:00 будет прекращена подача питьевой воды в районах города Сухум, Новый район, Старый поселок, Колос, улица Адыгейская, ВМ, центральной и нагорной части города, рынок, Маяк. Об этом сообщает столичный водоканал. Кроме того, в связи с ремонтом водопроводной линии 1 июля с 0 до 18 часов будет прекращена подача питьевой воды в районах города Сухум. Кадорское шоссе, Турбаза, улица Братьев Зонтария, улица Апсельская, улица Чанба. Музыка лечит и исцеляет. Благотворительный концерт, приуроченный ко Дню медицинского работника Абхазии, дал во дворе Сухумской клинической больницы для персонала и пациентов медучреждения ансамбль духовной музыки «Курские соловьи» под руководством Сергея Кондратьева. Это благотворительный концерт, приуроченный к Дню медицинского работника, ансамбль «Курские соловьи» под руководством Сергея Ивановича Кондратьева. Мы очень благодарны за этот концерт. А я передаю слово. Нам было очень приятно побывать в этом учреждении, в городской больнице города Сухуми. По приглашению главного врача мы здесь предоставили короткую программу духовную, посвященную Дню семьи, любви и верности. Коллектив очень радушно прослушал эту программу и получил большие благословения. И мы, побывав в Абхазии, благословляем эту республику благодатью Божьей, чтобы благословения Божьи, они пребывали на всякой семье, на всяком доме и в этом коллективе городской больницы города Сухум. В завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу, 1 июля, в республике облачная с прояснениями погода. Ночью, утром местами туман с моросью. Днем дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью плюс 16-21, днем плюс 21-26, температура морской воды 23 градуса.
На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.